Ребятки, всем привет. Ну что, 20 градусов, друзья. 23 июня. Вроде как потеплело. Водичка падает. И сегодня, ребят, полноценный первый выход по фидеру. Очень поздно открываю. Но были причины, был у Олега в гостях. То так, то дожди. Потом приболел сейчас, ребята. Немножко болел. Ну так, 2 дня что-то повалялся. Вроде как отлымался. Еще есть кашель небольшой. Но не суть. Босичком, ребята, в шортиках. Приехал на точку. И смотрю и офигеваю. Здесь раньше коса такая была. Точнее, она есть, но она еще под водой, ребята. А вода еще, конечно, не в том уровне, в котором должна. Точка, ребята, примерно где-то здесь. Напротив этих обрывов. Но была коса. И, в общем, прям с косы было очень удобно. Забрасывать не надо было далеко. А здесь, друзья, пляж только открывается. Можно, конечно, пробовать и с той стороны. Но я с обрывов не люблю фидеры, мне особо удобно. Плюс оттуда дорога, там могут приехать люди. А как обрывы большие, рядом встанут. И я не люблю, когда рядом. Это как-то уже не то. Не знаю, ребята, взял трешки. Правда, Вадя подарил мне новый фидера 360. Здесь бы как раз можно было лупить. Получается на 20 метров, на 30 метров дальше, наверное, придется делать заброс. Ну, попробую как-то, ребята, найти бровку. Именно где-то здесь. Вот сяду где-то вот здесь на прыжочке. Только-только, друзья, он открывается, смотрите. Короче, как-то так. Охота уже, ребят, посеять на фидер. Тем более сегодня тепло, без дождя. Завтра еще теплее. Что-нибудь попробуем найти бровочку. Примерно ориентир помню. Короче, как-то так. Приехал пораньше, ребята, всего лишь 2 часа дня. Рыбалка на фидер начинается в 6. Посмотрим. Сейчас я соберу один фидер и попробую побросать маркером. Может, что-то надыбую. Может, что-то надыбую, ребята. Бровочку какую-нибудь. Старые фидерочки мои, 3-метровые. Ну, в принципе, здесь они мне хватают на моей реке. Ну, вот если уже на большую речку, то уже нет. Был на Волге. Там 3,60 только начинается. 4 метра. Вот такие дешевые. Дешевые фидера, друзья. Тест тоже такой борзый. Это намазовская палка. 3 метра. 180 грамм ТС. Ну, это прям целый дрын. Можно медведей хлопать. Кончик, естественно, самый нежный в этом. А вот этот у меня кайдовский вроде. Здесь уже тест, ребята, 160. 120 даже. Такой более нежный. Сейчас соберем, побросаем. Посмотрим бровку. Клипсы нету старой. Обязательно, друзья, смотрите старые клипсы. Сколько раз отрывал. Глубины нету. Глубины нету, друзья. Не набрасываю я. Очень далеко кидать. Вот тут уже пляж, который мне не интересен. Похожу сейчас по берегу. Посмотрим. Тут все, вот, ребят, по колено. Потому что здесь коса вот такая идет. Здесь мель. Все понятно здесь. Похожу по берегу, сейчас покидаю. Что, может, найду. Нет, друзья, нет. Поднялся вот уже отсюда прям. Здесь, смотрю, кто-то сидел. Что-то 2 метра, как будто бы так. Сотка. 100 секунд, 1 метр падает.
Блин, неинтересно нифига. Закормишься, понятно, плотва будет, что-нибудь такое. Мелкая густерка. Она будет. Вот по лещу не знаю. Что-то не устраивает нифига. Далеко кидать приходится. Что, придется на ту сторону ехать. Вот с лодки бы было класс встать. Ладно. Поедем, друзья, на ту сторону, наверное. Там посмотрю. Что уже делать. Неохота мне вниз спускаться до другой точки. Так и сделаем. Ну вот как-то так, друзья. Как-то так. Ну, уже другой разговор, ребята. 4 метра. Здесь и на щуку могу закинуть. И кидать далеко не надо. Вот она. Сразу нашел. Вот она, ребята. Вот она, родная. Все, базируемся. Шикарно. Ну, придется здесь... Ну, тут что-то по-другому стало, ребят. Раньше здесь глина была такая. А сейчас, смотрю, такой песочек небольшой стал, как пляжик. Уже нормально. Уже удобно. Тут тоже кто-то сидит. Приезжают. Ладно, тут и забазируемся, братцы. Так, друзья, ну что, вроде определился. Чуть-чуть буду кидать под искось. Нашел бровочку. Она такая, камешек, песок и сразу такая, типа как этот, мягкая такая. Такая бровка, короче, интересная. Вот так. Сначала сюда сел, потом перешел. Ну, говорю, надо искать, как бы есть уже понимание, не просто так. Все, заклипсовался, ребят. Сейчас сделаю прикормку. Пускай настаивается. Все-таки рановато еще. Ну, покидаем, покормим. Время без 23. Покормим. Нормально. Должны, ребята. Так. Банка опарыша, ребята. 15 пачек. Сегодня взял новые крючочки. Патерносер уже связал. Вот такие, ребятки, попробуем. Так, бубенчики все есть. Как обычно, флюр. 18 буду ставить. Так, ножницы. Все есть. Я говорю, ребята, первый раз еще в этом сезоне, так что нормально. Кормушки использую пуля, ребята. Вот с такими сечениями, потому что добавляю прикормку. В прикормку кукурузу, и чтобы кукуруза выходила, вот на этот буду соточку ставить. Там 90 или 80. По прикормке, друзья. Пшено еще горячее. И вот у меня еще старые запасы, друзья, ямановская, лещ, жареные семечки. В прошлом году хорошо работал. Пшено добавляю как базу. Немножко вот так сварил. Так. Погнали. Наши городские, говорит, поближе к деревне, да? 90, сколько у нас? Вот 900 грамм. Почуха. Сразу 2 бомбанем. Я третью беру так, потому что бывает сильно кормлю. Не хватает. К утру еще добавляю. Ну, сразу я ее не сыплю, потому что может и остаться
прикормка. Все-таки на 2 фидера, 2 кормушки. Бывает, кормишь хорошо. Также и мелочь клюет. Частые перезабросы. Такая кукуруза. Маленькая баночка. Туда тоже, ребятки, с водичкой сладкая. Может, буду и рыбачить на нее. Эту почушку мы оставим. Если что, докормим. Досыпем. Так, тут у нас 12 литров ведро. Сейчас замешаем. О, пшенушка еще теплая. Сейчас как раз все раскроется. О, красота, ребята. Запах. Бомба. Вот такая вещь, ребят, получается. Смотрите, видите? Пшено делает красиво само. Она как бы склеивает. Даже воды не добавлял. Ну, когда сидишь долго, подсушивает, потом немножко добавляешь, уже сам смотришь, чтоб не было как глина, конечно. И вот она. Красота. О, вообще бомба. Запах, блин, прям вообще великолепный, конечно. Такое все вкусненькое. Лещ любит такую штуку. Вот она как раз, смотрите, видите, ребят, как четенько. О, сколько ракушек. О, какие. Весь берег усыпал. О, солнышко. Ништяк. Уже охота, ребята, сделать первый заброс. Сейчас свяжу поводки. Сантиметров 70 поводочки я делаю. Флюрик. Блин, как будто мелковатый. Как будто мелковато. Блин. Что-то показались как будто нормальные. Мелковато, друзья. Один поставлю такой, наверное. А что-нибудь у меня из остатков есть. Так, это крупные. Что-то мелковато как будто слишком. Хотя как будто бы нормально. Но один я поставлю все-таки покрупнее. Сейчас что-нибудь поищем, ребята. Что, неужели у меня не остались, что ли? Мои любимые. А, нет, есть. О, ну вот эти еще более-менее. Вот смотрите, друзья. Слишком как будто мелкий. Поставлю я вот этот еще на один. Штрих, ребята. Что тут у нас? Бардак какой-то. Чисто так, чтобы слышно было, бывает, отворачиваешься. Видите, малейший звук, и уже нормально, уже слышно. По 2 даже зацеплю. Вот так вот. Все. Четко, четко. Ну что, первая полетела. Так, сразу кусты надо посмотреть. Вот эти обрезать, наверное, надо будет. Вот как-то так, ребята. Вот, упала. Сейчас посмотрим, как 90 постоит. Как постоит она. Если стоять не будет, то будем 100 ставить. У меня и 110 есть. Встала. О, сразу какая-то мелочь. Стало. Ну хорошо. Это мне нравится. Ну все. Заряжено. Посмотрим, что как будут стоять 2 фидера. Не будет ли мешать друг другу. Ну, вроде как стоят, мне очень нравится. Нормально.
принципе, все готово. Время рано, да, время очень рано. Рано приехал. Ну, я просто думал, мало ли куда-то поеду в другое место, буду искать. А что-то решил все-таки здесь. Посмотрим. В 6 вечера примерно рыбалка начинается, друзья. До 11, потом небольшой перекур ночью, как обычно, и под утро там с 2 до 5, до 6 рыбалка. Потом солнце встает и можно сворачиваться как будто бы. Но бывало и что хорошо накормишь и утром клюет хорошо, там уже солнышко уже давно встало. Посмотрим, что-то как. Первая рыбалка, ребят. Поклевочка такая дурная. Ну, даже какая-то рыбейка, ребята. О, густера. Опа. Густерочка. Это хорошо. На живца крупноватый, конечно, будет. Опа. Такая ладошная. Ну, это четко. Это значит признак клеща, ребята. Че, мочим садок. Садок взял фидерный, большой. О, вот он. Садочек. Еще не в этом сезоне не мочился. Без груза, правда. Куда-нибудь сюда его определим сейчас. Опа, правда, грязно здесь. Так, прям жестко грязно. Братва, кайф. Как давно хотел. Просто побалдеть, посидеть. Не бегать, ничего. Но взял 2 крокодила. Я обычно, когда на фидере сижу, ставлю рядом дежурных. Потому что кормишь, мелочь подходит. Ну и понятное дело, пастухи, щука. Вот. И ставлю рядом на живца. И часто работает, ребята, тема эта. Вот. Так что щука все равно будет, она по-любому. Часто хватает, когда тащишь мелочь. Сколько раз такое было. Так что у меня есть, рядом поставлю здесь. Что-нибудь-то все равно наловим. Какую-то мелочь. Вот. Так что ништяк. Погодка великолепная. Красота. Сегодня посижу, прям побалдею. Ночку. Опачки. Ну, тоже, друзья, наш пациент. Это уже можно поставить на живца. Так, ну что, первую, наверное, вот здесь бахну. Пусть будет. Так, вот так вот. В общем, ребята, просто груз отводной, ну и поводочек с тройничком. Ох ты, фига, шустрый какой. Подожди, шустряк. Вот сюда где-то его. Тут у него такая твердая под плавничком. Как-нибудь аккуратненько, без фанатизма. Раз. И пускай он тут в ямке плавает. А вдруг щукарь хапанет. Все по плану, друзья. Все мне нравится. В принципе, кормушки стоят как нужно. Прям четко. По кормушек 10 забросил. Мелочушка дергает. Густерка, подлещик. Ну, это уже залог успеха, так скажем. Ну, обычно, друзья, я говорю, вот садился вот с той стороны. Но вода, конечно, сейчас большая. И просто не добрасывал до этой бровки. А здесь прям четко стою. Забросил живца. Ну, здесь вот так, ребята. Видите, костровище. Вон тут, смотрю, дровишки какие-то есть. Ночью можно будет разжечь, покушать.
перекусить. Так, подъезд такой здесь на машине. Я, правда, с этой стороны никогда не заезжал. Не знаю. Ну, в общем, да. Подъездик. Смотрю, тут кто-то заморочился прям. Привезли какую-то старую постройку, что ли. Вон, видите, здесь как красиво. Поляночка такая. Дровишки, вот костровище. Шикарно. Красиво очень. Вот так выглядит место, ребята, с обрыва. Ну, посидим, посмотрим. Все очень мне нравится. Но сюда вот на машинах как-то заезжают. Я не знаю, как сюда дорога идет. Причем заезжают на таких легковых машинах. Значит, дорога нормальная. Немножко мусора, конечно, сейчас уберу. Фантики, всякие баночки. Чтобы было приятно сидеть. Ну, это фидерная рыбалка. Это всегда такая чешуя, кстати, друзья, смотрите. Лещевая. Пакеты от опарышей. Никак наши не могут, да и ваши, привыкнуть к чистоте, блин. Банки от кукурузы, всяко разно. Открыл, выкинул. Да что ты будешь делать, а? Тем более костровище здесь такое, это же горится. Неужели трудно брать пачки сигарет? Вот кукуруза свежая, рыбачил кто-то. Ничего себе, это что такое? Ух ты, сход, что ли? Блин, такой удар был, ребята, и брук слетело. Это маленький крючок. Это маленький крючок. Я чувствовал рыбу, чувствовал рывки. Я вот что и переживал, что этот крючок будет маловатый, блин. Ну, тут сходы крупной рыбы. Значит, наверное, буду перевязываться, ребятки. Не пойдет. Не пойдет. Больно уж, малыш. Ладно, на удочке там куда-нибудь разлетятся крючки, пацанам отдам. Поменял, ребята, крючок. В общем, поменял поводок целиком. Но уже лучше как-то так. Сейчас что-то видно было, ляпка какая-то была, наверное. Такая более-менее. Начал поднимать ее в рук. Слетела. А я сразу таки подумал, что думаю, ладно, поставлю, попробую. Ну, вот как-то так. Погнали. Поводок чуть-чуть подлиннее сделал. Чуть-чуть. $360. Огонь. Вот так вот. Я что заметил, друзья, фидер на ловле, это я понятно, что не какой-то там профессионал, но я отдал много времени фидеру, побывал на Волге. Это вообще, наверное, самое зарождение фидера. Там чисто фидеристы просто на кольцо и фидер, все только на фидеры рыбачат. И для себя тоже много там что-то понял. Но самое интересное, друзья, что не надо экономить на прикормке. Вообще не надо экономить. Я там видел, многие приезжают, пачечку там размешали и сидят ночь. Как думаю, 3-4 килограмма я за рыбалку всегда скармливаю. Надо рыбу поставить на точку. Если ты в точку веришь, если тебе все нравится, то надо кормить каждые 7 минут, даже без поклевки надо доставать, заряжать и бросать. В данный момент мне
сейчас клюет мелочь. То бишь я так перезабрасываю. Частые перебросы у меня происходят. Стартовый закорм я какой-то не делаю, потому что приезжаю пораньше. Ну, понятно, что рыбалка будет вся вечером. Точка уже будет стоять, накормленная. И все должно получиться. Так, в принципе, мне все нравится здесь. И глубина, ребята, и как кормушки стоят. Хорошо, травы не особо тянет. Можно рыбачить. Что-то не пойму, что такое. Первый, ребята. Первый небольшой, лодка как раз идет. Что там? Тренингисты или что там? Небольшенький, ребят, попался один. Там с этим, с корягой, короче. Андрей, как улов? Только начинаем. Только приехал? Ну нет, полчасика сижу, наверное. Ну, Ну вот, ребятки, первенький есть. Небольшой, но есть. Без 26. Короче, ты что не понял? А там с корягой, короче, поклевка была и тишина. И вот гости на ту сторону приехали. Видать, сюда хотели ехать. Сюда покрутились, посмотрели, привет передали. Вот туда, на ту сторону они сели. Ну все, начинаем кормить, ребята. Я еще полотенце забыл, думаю, что-то по фидеру должно важное быть. Фидер. Фидер это полотенце, ребят. Потому что, блин, руки... Со всех сторон. Там бомбят. Тут бомбят. Там бомбят. Кто кого, короче. Со всех сторон, блин. Второй раз. Ну все. Ждем. Самое время, ребятки, подходит. Только-только вот, в принципе, надо садиться, кормиться, начинать. Моторы ходят. Пятница. Выходные. Все, ребята, ждем. Ну, бомбят только в лед. Да, я, в принципе, ожидал, что так будет здесь. Сразу сказал. Ну, попробуем. Мелочушка, ребята, тыркает. Тырк-тырк, тырк-тырк. Даже не пойму, что за рыба. Вообще мелочь какая-то. Вообще мелочь. Вот видите, что делают. Тырк-тырк, тырк-тырк. Что на этот, что на тот. Обсасывает опарыша. Не знаю. Будем ждать, сидеть. Кормить, кормить. Еще раз кормить.
Зацепил. Что это у нас? Не пойму даже. Какие-то пятна, смотрите, такие красивые у него. Что у меня получается? Можно вторую закинуть, наверное. Закидуху-то вторую можно закинуть. Что она будет в лодке лежать? Пускай она лучше плавает. Правильно? Туда сейчас брошу ее. Кого-то зацепил, что ли? Не большенький. Не большенький, ребята. Не большенький, не большенький. Какой есть. Какой есть. Ляпки. Ляпки. Ну да ладно. Тишина, друзья. Вообще полная причем. Так что еле-еле поддергивает. Время 9. Соседи тоже тишина. Там ляпку поймали, там ляпку поймали. Не знаю. Самый пик, самый разгар. В принципе. Классно, классно, ребята. Блин, бомба. Просто посидеть, блин. Соседи везде, короче. Обломали немножко. Покайфовать, ну ничего. Ничего страшного. Попил чаю. Что-то подзамерзать начал. Так периодически прокидку делаешь. Каждые там 10 минут. Соседи бомбят тоже. Ждем. Ждем. Пискари, ребята, вышли. Тишина пока. На живца возьму. Пригодится. Немножко потемнело, ребят.
Комаров, блин, просто немерено. Откуда они повылазили, блин, а? Просто немерено, блин. Потеплело вот. Что значит? Блин, молчит зараза, а? Не хочет. Не хочет. Время у нас, ребята, уже 11 почти. Без 20. Вообще ноль. Ни густерок, ни подлещика. Нифига. Саныч тоже сидит, смотрю, молчит, сидит. Перезабрасывает, но ничего не плюхает. Посидим. Сейчас ночи вообще светло, ребята. Я чисто так фонарик одел, насаживать что-то. Чтобы не путаться, ничего там. Ждем, ребята. Ждем поклевку, ждем поклевочку, поклевочку. Ну, прохладно, надо одеться, походу. Под утро еще холоднее будет. До 12 порыбачим, потом костерочек сделаем, перекусим. И уже утрянку будем. Утрянку будем бдить. Одна поклевка, ребята, может сыграть. Саныч тоже кидает. Бомбим, бомбим, бомбим. Ну я уже нормально, ребята. Хорошо покормил. Так уже темп немножко сбавил. Пескарик сейчас попался. Что-то трык-трык, они там обсасывают этого опарыша. Посмотрим, что. Сижу, короче, ребята, жду. Не большенький, ребята. Ну что, друзья,
нас уже 20 минут первого. Рассветает. Ну, как, относительно того. Котлетосики, друзья, домашние. С чернявым сейчас перекушу. Вообще не густо. Вообще плохо. Такие подлещики, ребят, чуть больше ладошки. Не знаю, что не нравится. Соседи напротив спят в палатке. Разжег костер. Немножко согреться, что-то прохладно. Покушаем. Ну и уже будем утрянку ждать. Может, утром выйдет. Сидел. Нифига. Вот такие подлещики. Редко. Пискарей. Не знаю, что не нравится. Что-то не нравится. Посмотрим. Фидерная рыбалка, она такая, ребята. Надо сидеть, кормить. Бывает за 15 минут просто там 3-4 поклевки подходит. Может, опарыш. А опарыши как-то не нравится. Санычу звонил, он потому что говорит, я на червя, Андрюха, рыбачу ночью. Ладно, расцветает. Кушаем, перекусим и будем ждать. Только остается ждать, ребята. Взял, ребята. Взял, ребятки. Не знаю, дотащу, нет. Поклевка была мощная. Ох, знаю, что делать, а. Кто там? Ох, хороший. Это монстр, ребята. Реально на свет включил.
Что делает, а? Взял, братва. Это походу бонус, это походу рекорд. Сидел-то вообще ни о чем. Блин, фонарик включил, потом думаю, пугается. О. Сидел-то вообще, ребят, ни о чем. Вот это бонус. Выждал, выкормил. Утром взвесим потом. А за 2, ребята. Смотрите, какая лапа. Вот это трофей. Поклевка просто, отдай фидер. Только, кстати, этот поводок перевязал. И на тебе. Жесть. Хорош. Не знаю, побил, не побил, ребята, у меня 2,555. Это на фидер тоже. 18-я леска. И на донку 2,500. Что-то там с копейками. Ну, на фидер. Не знаю, побил, не побил, ребята. Но где-то 2,5 тоже. Наш мандраж, ребята. Там палатка стоит, там заяц бегает возле палатки. Что, друзья, это называется победа. Это называется победа. Ну, не клювало же толком вообще никак. И тут просто на тебе, бац, поклевка. Ну, для нашей реки, ребят, хороший лещ, на самом деле. Ну, может, там для Волги это как бы не авторитет. Ну, вот такого раз в сезон я достаю, и это, конечно, приятно. Время час. Бодался долго, блин. Аж рука затекла. Фонарик на турборежиме. Очень яркий. Смотрю, он потом тоже отворачивается. Не хочет. Ну, у меня, короче, подсак еле-еле туда поместился. Фу. Вот это победа, ребята. Как я вам сказал, одна поклевка может сделать рыбалку. Так и есть. Так и получилось. Я, в принципе, доволен. Открытие фидера, ну, грубо говоря, потому что я еще не сидел, не рыбачил. Сразу с бонусом. Блин, дорогого стоит. Отлично, ребятки. В час. Выкормил. Круто. Вот это эмоция, ребята, конечно, аж потряхивает. То ли замерз, то ли адреналином, блин, хапнул. Здорово. Блин. Что-то там в районе, ребята,
2,5, но у меня 2,555 с Юрином мы доставали. Это на фидер. На донку 2,530 что ли был. Не знаю, побил рекорд или не побил. Охота, конечно, побить. Заяц бегает, блядь, на той стороне. Из пятого возле них заяц бегает. Ну хоть не волк, заяц это нормально. Фух, перекурю. Продолжаем, че, утрянка. Вот, вышел. Ну, активности нету, то бишь стаи нету. Вот такие одиночки какие-то. Ну тут прям бам! Прям хорошо выстегнул. Давно таких поклевок. Соскучился по таким поклевкам. Он выстягивает, шнур аж провисает. Здесь еще обрыв сразу, яма. Он ходит, уходит туда вниз. Блин, эпично, ребят. Не знаю, как на камеру там все передалось, но я доволен. Ну вот, ребята, и рассвело, в принципе. Особо не темнело, но опять же соседи проснулись, кстати. Женщина вышла, она раньше легла. Мужчина сидел, не знаю, до скольки, до 11 вроде. Не помню, тоже зашел в палатку. А сейчас вышла женщина. И смотрите, ребята, закидывает фидера. Все, он прикормку делает. Вот так вот. Вот это я понимаю. Молодцы. Ну мы что? Мы бросаем. Поклевок вообще нету, ребят. Никаких. Даже мелочи. Даже мелочи нету. Странно. Обычно под утро вот эта всякая густерка начинает клевать. Ну, она у меня и с вечера не клювала. Там 3 или 4 подлещика попалось. Пару ершей, пескарей. Ведерко докормить надо. Вон, как насаживал. Так и висит. Не хочет. Зараза. Не хочет. Какой-то проходной проходил. Красавчик. Порадовал меня. Ну, сидел вообще плохо, конечно. О, видали? Вот это молодец. Женщина. Вот. Лайк, ребята. Сама встала, сама проверяет. Вот это я понимаю. Чуть по чуть Молодцы. прохладно, друзья. Тут у нас интернет ловит. Я говорю, недалеко от деревни. Мать, здорово. Мама здорова, как всегда. Что-то еще? Мама всегда здорова. Как погода сегодня? Сейчас в Визинге +9, облачно с прояснениями. Сегодня 9 градусов, ребятки. Ну, на реке градусов 7. Мама здорова, как всегда. Самое главное, ребята, чтобы наши матеря были всегда здоровы. Прикольно, ребята, здесь. Самое интересное, что здесь дорога. Можно заехать на легковой машине. По рыбалке я не скажу здесь, что прям супер. Но поляна, смотрите, какая прикольная. Здесь можно детишек взять, палатку поставить. Ну, семьями приехать. Мне тут просятся тоже люди. Я говорю, куда можно на машине, Андрюха, приехать? Я говорю, да я даже не знаю. Я говорю, все, на лодке двигаюсь. А здесь, смотрите, даже взять триммер, покосить тут, чтобы комаров меньше было.
Дров вообще вон навалом. Палатки поставить здесь, погода будет. Приехать здесь побалдеть. Ну, не порыбачить можно немножко. Надо как-то это... Как-то, наверное, это надо будет сделать. Ну так что, прикольно. Тут и связь, есть интернет, и я здесь детям будет что поделать. Ну так, для себя что-то отложил. Шиповник, ребята, шиповник зацвел. Красота. Просидел еще час, наверное. Соседи проснулись. У меня, друзья, завтрак. Коржик с творогом и чай. Что может быть лучше? Сейчас бы, конечно, кофейку, потому что кумарить начинает. Но я задерживаться не буду. Потому что сидишь как в проруби. Обычно с утра тоже выходит, когда уже точка накормлена прям за ночь. Мелочь, плотва выходит, там всякая разная, густера, а тут вообще никак. Интересно как-то. Блин, поклевка, ребята. Пошел костер, блин, подкладывать. Ё-моё, не успел. Ну это прошло, ребята, 1,5 часа после того, как сошла рыба. Время у нас уже 5-й час. И на месте еще, на месте. И чё? Да ну нафиг, что, угораете, что ли? Такие подачи, ребята. И нифига. Блин, что за бред, блин? Не берет этот фидер рыбу. Блин, лютая поклевка была опять же. Не могу я понять, что происходит. То сливается, то не секется. Все вроде в порядке. Поводок. Че за бред? Клюет очень редко, ребята, и сливаешь рыбу. Как-то неприятно. Получается, 3 слил точно сегодня. И вот 2 поклевки вот такие были. Не знаю, почему не секется. Как-то что-то неправильно, как будто. Подачи такие, ну это лещевые подачи. Ну, возможно, может и не крупные, опять же. Ну, как минимум, это не мелочь. 5-й час, друзья. А досиживаю я еще часик. Саныч, смотрю, собирается. 4:09. Вот еще часик, ребята, я сижу. И домой. Вот рянка как будто бы и не начиналась, но вот они поклевка раз в час. И вот сиди, выжидаю. Пошел костер подложить, думал, погреюсь. Смотрю, бам-бам-бам. Вот такой фидер сегодня какой-то интересный. Такая рыбалка получилась. Интересно, поклевка раз в час. В общем, не совсем не клюет. Ну и нет такого, что мелочь там дергает, там опарыши он. Я просто уже тупо сам убираю и насаживаю свежих. Хотя и там нормальный опарыш. Ведро почти докормил, так что час еще. Часик еще и домой. Ну, тут мне недалеко. На моторе. Мотоцикл и до дома. Пасмурно, солнышка нету. Пескаря на свободу. Показатель, ребята, чистой воды. Одного насаживал. Ну, какие шустрые. Еще головочки промолчали.
Поклевочки промолчали. Ну, понятно, что мелочи тут вообще не было толком. Соответственно, ну и щуки здесь тоже делать нечего. Она сейчас где-то на песках, наверное, трется. Мелочь давит. Вот как-то так. Ну вот, ребята, вот такой братец, смотрите, черный хвост, здоровый, блин, с густеркой даже не сравнится. Ну чё, побил я рекорд, нет, трофеем 400. Ай, сбил, зараза. Короче, не побил, ребята, все в этом районе. Огонь. 2400. Ну, тот у меня 2,555 и тот 2,530. Короче, не дотягивает, блин. Но тоже приятно, друзья. Такого кабанчика-то. Хорош. Хорош, бродяга. Ладно, отходим. Спасибо, местечко. Было очень круто. Ну что, братцы, все, греемся и домой. Тут рядом с деревней. Вот такой фидер, ребята, такое открытие получилось у меня. С трофеем. Не побил рекорд, ребята, но в пределах хорошего экземпляра. 2 с копейками, это прям четкий. Хорошая борьба. Ну, такая рыбалка, ребята. Редкие поклевки. Что-то как будто не нравится. Много сходов. Что-то выдергивал изо рта или что-то я не понял, ребята. Вот на один фидер прям вообще не получалось. Видать, прихватывает, но не сильно. Один подлещик там небольшой, который был в заглоте. Остальные все вот так в аккурат. Даже вот этот лещ вообще был легонько вообще зацеплен. Повезло, короче. Я доволен, ребята, ничего не могу сказать. Все хорошо. Крупный лещ. Пойдет в копчуху. Будет вкусно. Все сами видели, ребята. Так, бодался, старался. Приехал рано, начал кормиться. Уезжаю тоже поздно. Соседи поуезжали уже. Я как бы сидел, дожидался. Но можно было, ребята, результат, конечно, увеличить. Было 3 схода, 2 поклевки. Именно по лещу. Ну, что есть, то есть. Как говорится, все, что наше, это наше. Ладно, все, до дома, братцы. Давайте увидимся на следующей рыбалке. Лето, как будто бы лето. Будет двигаться по фидеру. Сейчас пробью все точки, которые я знаю. Водичка, конечно, еще не позволяет. Пляжики вот только-только начали открываться. Так что, друзья, давайте увидимся. На связи.